Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Прошел очередной отчет правительства. К 2030 году поставлена задача перевести все виды помощи в единый стандарт и без заявлений. Подготовка к празднованию столетия Якутской ССР. Для освещения юбилейных мероприятий создан специальный сайт. Красиво писать на родном языке – это талант, которым не перестает восхищать ветераны из Сунтарского улуса. Расскажем про секреты идеального почерка. 6 человек, в том числе 4 малолетних детей, погибли при пожаре в селе Сунтар минувшей ночью. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Якутии. Сейчас на месте трагедии работают следователи, криминалисты и сотрудники МЧС. В ходе следственных действий будут изъяты предметы, имеющие значение для установления причин возгорания. По прибытию к месту вызова через 7 минут пожарными подразделениями в ходе проведения разведки было установлено, что горит двухэтажный жилой дом размерами примерно 9×7. На пожаре работало одно звено газодымозащитной службы. Незамедлительно были поданы водяные стволы на тушение. Пожар был локализован через 35 минут, ликвидирован через 1,5 часа. После ликвидации в ходе проведения разбора завалов были обнаружены тела 6 человек, 2 взрослых и 4 детей. По факту трагической гибели людей проводит проверку и прокуратура Сунтарского района. В ходе нее прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, в том числе малолетних детей. Дмитрий Садовников уже провел совещание КЧС. Первый вице-премьер потребовал от глав районов обеспечить исполнение комплексного плана дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, усилить работу по установке системы раннего обнаружения и оповещения пожара автономных пожарных извещателей. Также он поручил оказать психологическую и финансовую помощь родственникам погибших. Перейдем к эпидобстановке. За минувшие сутки в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 3744 человека, госпитализировано 70. Всего регистрируется 2300 случаев заболевания. Несмотря на большое количество случаев заболевания и скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. Конец дистанционки. Напомню, уже завтра, 14 февраля, учащиеся с 1 по 11 классы столичных школ будут учиться в очном формате с соблюдением санитарных требований. Сообщается, что при входе в здание школы будет действовать температурный фильтр. Также будут соблюдаться масочный режим и разграничение учеников во время уроков и перемен. При 20% заболеваемости будут закрываться отдельные классы. Ограничительные меры продолжают действовать на кружки, секции, дополнительные занятия, школьные и внешкольные мероприятия. Полеты из международных аэропортов Якутска, Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска и Абакана с 21 февраля возобновят по открытым направлениям. Такое решение приняли на заседании Оперштаба России под руководством Татьяны Голиковой. Частота полетов будет такой же, как и для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от коронавируса. В республике проводят работу по подготовке к празднованию столетия Якутской ССР. Вице-премьер региона Сергей Местников в ходе отчета правительства Якутии рассказал о том, что в юбилейных мероприятиях участие примут все районы и населенные пункты республики. Сейчас на территории Якутии строят школы, больницы, учреждения культуры, ремонтируются дороги. Также планируется проведение крупных спортивных и культурных мероприятий. Для освещения юбилейных мероприятий создан сайт «Столетие Якутской ССР», состоящий из 7 разделов и подразделов.
Также во время отчета правительства Ольга Балабкина рассказала о повышении цифровизации и переводе услуг на электронный формат. К 2030 году поставлена задача перевести все виды помощи – федеральный, и региональный, и муниципальный – в единый стандарт. Без заявления и денежной волокиты, подчеркнула заместитель председателя правительства. Стоит отметить, что все вопросы и ответы, которые звучат во время отчетов на русском и якутском языках, можно найти на сайте правительства республики. Сегодня у нас уже 97% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг переведены в электронный формат. 62% жителей республики имеют подтвержденную учетную запись на портале государственных и муниципальных услуг. А это им дает возможность пользоваться социальными услугами быстрее, без лишнего сбора документов и, соответственно, получать ее вовремя и в срок. По сравнению с прошлым годом на 39% выросло число заявлений, поданных гражданами через этот портал. Сегодня, 13 февраля, в Якутии отмечается День родного языка и письменности. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил всех с этим праздником. Этот день был учрежден в 1996 году указом первого президента республики Михаила Николаева для содействия развитию языка саха и 5 языков народов Севера. Знаменательная дата неразрывно связана с именем выдающегося просветителя, ученого-лингвиста, составителя и издателя первых якутских учебников Семена Андреевича Новгородова и была приурочена к его дню рождения. Республика целенаправленно работает над цифровизацией национальных языков. Огромным вкладом в мировую языковую культуру стало издание и цифровизация большого толкового словаря якутского языка в 15 томах, который содержит более 80 тысяч слов. В электронный формат переводится также богатое литературное наследие, а интернет-пространство активно осваивают наши традиционные медиа. На родном языке красиво не только говорить, но и писать – это настоящий талант, которым не устает восхищать земляков ветеран из Сунтарского улуса. Впрочем, в этом году его работа, написанная во время ежегодной республиканской акции «Якутский диктант», произвела фурор во всем интернет-пространстве. Про секреты идеального почерка узнаете из следующего сюжета. Зрение уже не то, да и руки не слушаются, сокрушается Николай Николаевич, но выглядит это как кокетство. Поскольку идеальный каллиграфический почерк 96-летнего ветерана не может не восхищать. Уже с начальных классов его образцовые работы по чистописанию хвалили и даже выставляли в школе. Выставкатан терьями талларыта. Хатам метаболу хайгырларыта. Хонтаныладя урьер гаверенан урьер улен хөвилан. Итенети билети хадергегнан наманна үджан илиннан хурлубут суруктары. Росовенети билеген. Розасын архивтарга. Николай Николаевич утверждает, что современные шариковые ручки лишь портят почерк. Сам он пишет по старинке, исключительно пером и чернилами. Обучает каллиграфии и своих внуков. Собственно, и в диктанте участвовал для того, чтобы показать пример подрастающему поколению. Болман халын тентетен рибакан алычы. Ичой доңорга аккуратно лилилдер. Хурьяллер барьямета. И вот уже 73 года со своим супругом не устает гордиться его верная соратница Екатерина Агафадоновна. История дружной многодетной пары украсила книгу «Золотых семей Якутии». Николай Николаевич – ветеран труда и тыла, дитя войны, за плечами 70 лет лекторской просветительской деятельности. И сегодня он уверен, что именно каллиграфия привела любовь к письму, а затем и к слову, и помогла ему определиться с делом всей жизни. Анна Васильева, Сарглана Захарова, Сунтарский район. Эскимосы облюбовали заснеженную гладь Новосибирского водохранилища. Там построен целый городок. Масштабный фестиваль «Иглу», город эскимосов в парке у моря Обского, проводится уже 7-й год подряд. По каким критериям выбирают лучшее иглу и сложно ли построить этот традиционный для северных народов снежный дом, расскажет Анна Васильева.
На возведение традиционного эскимосского дома «Иглу» отводится 2,5 часа. Профессиональным строителям быть вовсе не обязательно. Достаточно желания, а топора, пилы и шпателю выдают организаторы. Вы знаете, я первый раз строю в своей жизни иглу. Я обычно ночевала в них раньше, потому что строили мужчины, вот строю первый раз. У меня муж просто в другой команде, а мы с детьми здесь. У вас такое соревнование семейное. Ну, не то чтобы соревнования, ну да, мне теперь стало даже очень интересно, смогу я их обогнать или нет. В детстве все строили иглу, я так считаю. Но мы решили подойти основательно. На фестивале мы первый раз, но неделю назад мы принимали участие в тренировке. Там мы натренировались, сплотили нашу команду окончательно в этой отрасли и решили прям принять участие. К нам организаторы подходят и говорят: а вы не первый раз? Мы говорим: мы второй. После тренировки говорят: у вас очень большая игла, но мы пришли сюда побеждать. На первый взгляд все здания однотипные, традиционные для некоторых северных народов иглу. Но все же участники добавляют в эту снежную архитектуру свою изюминку. Мы строим стандартную иглу с райзером 1,5-метровым, а дальше у нас будет зенитный фонарь, прозрачный, светопрозрачная конструкция, атриум, иглу с атриумом. Впрочем, с экспериментами нынче стало строже. Так, организаторы фестиваля с этого года для повышения экологической безопасности запретили использовать краску. В целом, чтобы претендовать на победу в конкурсе, снежное помещение должно иметь архитектурно правильную форму, быть просторным внутри и не выпускать тепло. Идеальное иглу – то, в котором можно переночевать. Фестиваль в этом году 12-й раз подряд происходит. Сейчас он уже на уровне городском. Приезжают иногородние участники. Строим иглу, то есть это домики из снега по традиционное эскимосское жилище. Идея откуда появилась данного фестиваля? Данный фестиваль зародился как туристическая тренировка. Мы тренировались, чтобы выживать в горах, когда у нас какая-то катастрофа случилась. Мы можем укрыться без палатки, без ничего. И постепенно решили, что можно и привлечь горожан, потому что это интересно оказалось. И с детьми все приезжали. И постепенно все больше и больше. И сейчас уже вот совсем большой фестиваль. Теперь он проходит в 2 этапа. Второй состоится здесь же, в следующие выходные. Также будут возводиться снежные дома, однако уже вне конкурсной программы. Зато помимо строительства иглу на фестивале все желающие могут прокатиться на собачьей или оленей упряжке, примерить традиционную одежду народов Севера и в целом прикоснуться к этой самобытной культуре. Анна Васильева, Николай Коровин, Новосибирск. К наплыву туристов готовятся и в национальном парке Ленские столбы в Хангаласском районе. В эти дни здесь полным ходом идет подготовка к очередному зимнему сезону. Уже пробит автозимник, расчищены площадки под парковку и места для организации пунктов общественного питания и фотозоны. К слову, на этой неделе парк отметил 27-летие со дня своего основания. И сегодня команда национального парка насчитывает 86 штатных сотрудников, основной задачей которых является сохранение уникальных природных и культурных объектов, развитие науки, туризма и экологического просвещения. Напомню, с 2012 года парк входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня в России отмечают День зимних видов спорта. Праздник был учрежден в 2015 году. И с тех пор дату отмечают в следующее после 7 февраля воскресенье. Теперь к этой дате приурочена и традиционная лыжня России. Москва, Рязань, Сочи, Казань, Сахалин и многие другие регионы. Россияне массово участвуют в ежегодной лыжной гонке. О том, как проходит самая массовая гонка на лыжах в юбилейный 40-й раз и когда к ней нынче присоединится Якутия, расскажем далее. Спорт действительно объединяет. На этой лыжне главное не победа, а участие. Встают на лыжи и стар, и млад, независимо от возраста, пола, веса и даже умения кататься. Самое главное – желание. Лыжня России, я прошу прощения, это шквал эмоций, это чудесные пейзажи, это единомышленники, это красота, это сила духа, выносливости, смелости, мужественности, когда ты падаешь лицом в снег, а потом поднимаешься. Ну, это не передать словами, это адреналин, который тебя заряжает на весь год. И ты его ждешь на протяжении следующего всего года и непременно, отложив все свои какие-то важные дела, едешь сюда вновь и вновь.
Гонка проводится ежегодно с 1982 года. И на сегодня это самое масштабное по количеству участников зимнее спортивное мероприятие в мире. Сегодня мы проводим 40-ю юбилейную лыжню России. Это действительно уже 40-я. Это достойная цифра, на которую мы, естественно, с каждым годом увеличиваем количество участников. На сегодняшний момент зарегистрировано 1200 участников, при том, что еще зарегистрировалось, я думаю, возможно, даже до 1500 и дойдет эта цифра. Самому младшему это 3 годика, которые бегут дистанцию 200 метров. И самый у нас возрастной это 80 лет участников. Вот. Дистанция у нас на сегодняшний момент 200, 500 метров, километр, 5 и 10. Все зависит от года рождения, возрастных групп точнее. И, естественно, каждый уже принимает для себя решение, в какой дистанции участвовать. Увеличивается не только количество участников, но и география регионов. Впрочем, некоторые присоединяются позднее, в зависимости от климатических особенностей. Так, к примеру, Якутия массово встанет на лыжи под эгидой «Лыжня России» только 26 марта. Николай Коровин, Анна Васильева, Сахалин. Ко дню зимних видов спорта в России приурочили и ежегодное открытие ледового катка в самом центре города, на площади Ленина. Организаторы обещают, что уже завтра, 14 февраля, примерно с полудня, каток на открытом воздухе начнет свою работу. Правда, из-за эпидемиологических ограничений все пройдет буднично, без официальных мероприятий и торжеств. Работать каток также будет с соблюдением всех санитарных норм. Впускать любителей езды на коньках на лед будут из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.